горящего бензовоза держаться лучше подальше. Это точно. Москва. Что-то горит на шоссе. Зарево пожара видно издалека. Проезжающие мимо огненного смерча водители гадают, что же произошло. Пожар все сильнее. Огненные языки тянутся к фурам на стоянке. На стоянке рядом с заправкой загорелся грузовик. Рванет заправка или нет? Смотри, машины стоят, бензовоз. До заправки пожар не дотянулся. Осторожный водитель денег на ремонт тратит меньше. Тверь. Седан занесло на встречную полосу. Ударил иномарку в бок, и машины встали. Шофер попутного хэтчбека увидел аварию и резко затормозил. Водитель Алексей успел уйти влево, а то бы поцеловал задок чужой машины. Телезритель Андрей сбросил скорость перед крутым поворотом. А за ним табун лошадей. Идут, никуда не торопятся. Всю дорогу заняли, да еще и тротуар прихватили. Андрей съехал на обочину и попытался отогнать лошадей голосом. Фу. А лошади и ухом не ведут. А где погонщик-то лошадей? Нет погонщика. Гуляет табун сам по себе. Водителей на бдительность проверяет. Animal Planet, понимаешь. Водятлы на зиму не улетают на юг. А жаль. Краснодар. Летел кроссовер белым соколом, пока не выпорхнул на середину перекрестка. А там уж стало понятно, что это обычный водятел, цветов не различающий. А вот наш зритель Александр издалека заметил Пархатова и успел обогнуть недотепу. Да еще и нос ему утер. Знай наших. Новокузнецк. Пока телезритель Евгений ехал по своей полосе, пробка справа мирно дремала. Но тут дорогу перегородил темный внедорожник. Застоялся крепыш, вот и махнул через две полосы. Пришлось Евгению утаптывать педаль тормоза. Извини, Валентин. Крылья таким водятлам подрезать надо, чтобы не рвались во все стороны.